Заложный район в Якутске остался без газа. На линии высокого давления произошла утечка. Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. Какое будущее у детей с ограниченными возможностями? В коррекционной школе поселка Нижний Куранах курс взят на профессиональное ориентирование. Тампонская битва в Хандаге. В Центре спорта и культуры Алроса завершился открытый турнир по современному панкратиону. Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. Поговорим о главных событиях к этому часу. Следственный комитет Нерюнгри проводит проверку по факту получения тяжелых травм 49-летним мужчиной во время тренировочных прыжков с парашютом в окрестностях поселка Чульман. Напомню, что у сотрудника предприятия авиалесохрана во время учебных прыжков не раскрылся основной парашют. Он был вынужден применить запасной, но высота была недостаточной, чтобы погасить скорость. Он раскрылся на расстоянии нескольких метров от поверхности земли. Мужчина упал в сугроб и получил тяжелые травмы. После происшествия его госпитализировали в отделение интенсивной терапии в Нерюнгри. Сейчас он находится в реанимации. Ему сделали 2 операции. У него поврежден позвоночник, очень тяжелая травма. Это самая основная у него тяжелая травма. И у него травматический шок. Сейчас мы стабилизируем его состояние. Ему предстоит еще несколько операций для восстановления. В данный момент эти операции будут проведены после стабилизации состояния. Состояние тяжелое, но стабильное. Он находится на искусственной вентиляции легких. Заложный район в Якутске остался без газа из-за утечки на линии. В ходе планового обхода 11 апреля на перекрестке улиц Чипалова-Чекалова газовой службой обнаружена утечка газа на газопроводе высокого давления. Ее обнаружили и уже устранили. На месте ведутся ремонтно-восстановительные работы. Без газа остались жители домов по проспекту Ленина, улиц Крупской, Чернышевского, Ярославского, Байкалова, Неустроева, Кошевого, Тимирязева и переулка Безымянного. В связи с этим частично ограничено движение автотранспорта на улице Чипалова. Подача газа жителям района планируют восстановить уже к вечеру этого дня. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановление движения автотранспорта на данном участке и газоснабжение жилых домов будет восстановлено ближе к вечеру. Причин для беспокойства нет. Газоснабжение будет восстановлено в штатном режиме. Просьба к жителям Заложного района города, чтобы не препятствовали доступу сотрудников УГРС «Сахатранснефтегаз» для восстановления газоснабжения. Повышению заработной платы бюджетников в республике быть. Повысится также и МРОТ отдельных категорий работников бюджетной сферы. Однако данная положительная тенденция в республике вызвала определенный дисбаланс в оплате труда в бюджетном секторе экономики. О причинах и путях регулирования вопроса говорили сегодня на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Якутии. Еще одна важная тема – своевременная выплата заработной платы. По предварительным сведениям, задолженность отмечена в 40 организациях республики. Общий объем долга составил более 150 миллионов рублей. Вместе с тем, в условиях изменения нормативно-правового регулирования относительно минимального размера оплаты труда, который произошел буквально в декабре 2017 года с учетом принятого постановления Конституционного суда Российской Федерации, сегодня, конечно, серьезно повышается. И в этой связи у нас наблюдаются определенные вопросы по необходимости восстановления объективно обусловленной дифференциации для работников бюджетной сферы. Выбор, кем стать в будущем, у детей с интеллектуальной недостаточностью невелик. В коррекционной школе поселка Нижний Куранах поставили акцент на профессиональном ориентировании. В процессе образования ребята овладевают навыками, которые им пригодятся в самостоятельной жизни. Какие специалисты выходят из стен школы, расскажет Татьяна Вахнина. Эти красавицы в национальных костюмах были созданы ученицами 8 и 9 классов коррекционной школы 8 вида поселка Нижний Куранах на уроках технологии. Коллекция кукол покорила участников и гостей республиканской выставки прикладного творчества. В марте месяце их возили мы на выставку в город Якутск. В соседней мастерской работают юные плотники и резчики по дереву. Счет сувенирам и бытовым мелочам, созданным руками мальчишек, идет на сотни. А уж сколько предметов мебели получили здесь вторую жизнь, и вовсе не счесть.
У них совсем другой склад ума. Они мыслят не так, как мы мыслим. Вот у нас потому что дети с ОВЗ. Как показывает жизнь, интеллектуальная недостаточность компенсируется талантами иными. Раскрытию творческого потенциала воспитанников педагоги уделяют особое внимание. На уроках технологии и рисования ученики создают настоящие шедевры. Очень развиты в творчестве, но зажигаются они своими определенными работами. У них свои определенные таланты. Кто-то очень хорошо рисует, кто-то очень хорошо шьет. Чувство удовлетворения от завершенной работы, конечно, бесценно. Между тем, педагоги развивают у детей всевозможные навыки на перспективу. Выпускникам коррекционной школы открыты не все дороги, и, получая общее образование, они осваивают специальности, с которыми свяжут будущее. Помимо учебной деятельности у нас 12, в прошлом году было 24 кружка. Так как детей сейчас стало меньше, у нас работают 12 действующих кружков. Сегодня в коррекционной школе гранит наук грызут чуть более 70 ребят. В свободное от занятий время мальчишки совершенствуются в плотницком деле и изобразительном искусстве. А девчонки оттачивают мастерство в кройке и шитье, в кулинарии и дошкольной педагогике. Многие старшеклассницы планируют работать в детских садах помощницами воспитателей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, поселок Нижний Куранах. 15 апреля на лыжной базе Комитета физкультуры и спорта администрации Ленского района состоится закрытие лыжного сезона 2018. К соревнованиям допускаются все желающие. Личное первенство проводится среди 6 возрастных групп от 1999 года до 2008 года рождения. Начало соревнований в 10 часов дня. Регистрация участников состоится в 9:30. В Хандаге в Центре спорта и культуры «Алроса» завершился открытый турнир по современному панкратиону «Железная лига. Часть 5. Тампонская битва» под лозунгом «Против наркотиков». С подробностями Мария Винокурова. Турнир «Железная лига» проводится для отбора лучших бойцов. И первый весенний этап стартовал в Хандаге. В октагон вышли 18 бойцов из Алдана, Ленска, Нерюнгри, Устьнеры, Хандаги и Якутска. Состоялись 9 боев, 7 рейтинговых и супербой. Страсти болельщиков подогревало то, что 6 из 9 бойцов были тампонцы, в том числе выступавшие за клуб «Саха Резлинг». Это Узаир Абдураков, Алексей Пасторов, Ислам Баймурзаев, Иван Петкевич, Рустам Санников и Магомед Давлеткериев. Да, это в моей карьере второй бой. Первый бой мы 46 секунд длился. Ну, в этот раз на 1 секунду меньше. Поэтому, да, доволен своим результатом. Самым ожидаемым стал главный поединок турнира противостояние Алексея Пасторова, клуб «Саха Резлинг», с представителем клуба «Таджикистан Юность» Саидшуджа Сафаровым, а также бой чемпиона Якутии и Дальнего Востока по любительской ММА Узаира Абдуракова и уснерца Игоря Доброва. Это профессиональный бой. Это все зависит от моего будущего. Этот шардок – это моя история. Свою победу я посвящаю Абдуракову Алимхану, с моему старшему брату, который меня во всем поддерживает. Он давно хотел посмотреть, как я работаю в стойке. Я думаю, он сегодня увидел это. По итогам боев лучшие результаты показали бойцы клуба «Саха Резлинг». Все 6 спортсменов, кроме травмированного Ислама Баймурзаева, одержали победы. Также золотые медали взяли Валерий Мордосов, Ян Слепцов «Триумф», Станислав Минеев «Алдан», Магомед Давлеткериев «Тампо». Тампонский район не только славится кикбоксерами и вольниками, он сейчас славится тоже хорошими бойцами ММА. В частности, это наш Алексей Пасторов, Узаир Абдураков, чемпион Дальнего Востока. Наши тампонские условия закаляют характер похода с детства у нас. Следующий турнир пройдет в Нерюнгри. В карте предстоит 11 боев. Мария Винокурова, Хандага, Тампонский район. А к этому часу у меня все. Мы следим за развитием событий. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на нашем сайте yak24.ru. Спасибо за внимание и оставайтесь на Якутия 24.